90 лет назад в Чебоксарах впервые состоялась выставка произведений чувашских художников. Ее организатором стал Моисей Спиридонов, один из основоположников чувашского национального изобразительного искусства. Пожалуй, наиболее известной его работой стала «Невеста». Наша съемочная группа встретилась с Ниной Марченковой. Именно с нее более полувека назад художник и написал свой знаменитый портрет. Почти 60 лет назад Нина Марченкова работала в Доме художников. Именно там ее заприметил Моисей Спиридонов и предложил молодой девушке стать натурщицей для его новой картины. Одевал он меня в старинные одежды невесты. Белое платье, тухья, большой сундук чувашский старинный. Посадил на этот сундук, на руку носовой платок, тоже старинный носовой платок, украшенный кружевами вокруг. И я начала позировать. Показал, как сидеть, как лицо делать. Каждый день по 1 часу раз 5 туда ходила я. Всего Моисей Спиридонов написал 4 варианта картины, из которых, по словам экспертов, именно этот портрет отличается наибольшим художественным совершенством и психологической глубиной образа. Сложность портрета в том как раз и заключается, чтобы раскрыть образ. А образ что есть? Это взгляд, это мысли, это может быть тихая радость, это может быть грусть. А тут мы видим действительно такое ожидание свадьбы, ожидание новой жизни. 60-е годы прошлого века в республике называют расцветом художественного искусства. Эта картина была представлена на многих выставках. Портреты сегодня входят в первую десятку лучших произведений фондов Чувашского государственного художественного музея. А Нина Марченкова по-настоящему платье невесты примерила чуть позже, воспитала сына и дочь. О том, что чуть было не стала актрисой, позировала Моисею Спиридонову и Владимиру Овчинникову, особо не рассказывала. Но в канун своего 80-го дня рождения решилась приоткрыть неизвестную страницу истории чувашской живописи. Понравилось. Как я сидела, точно так же картина вышла. Наталья Егорова, Юлия Бакаева, Вадим Владимиров. Вести Чувашия.